Я сердечно признателен за приглашение на эту конференцию, посвященную 105-й годовщине Горской Республики. Очень рад, что конференция получилась довольно представительной. В списке людей, которые здесь будут выступать, некоторые в режиме онлайн, я вижу очень много известных и дорогих мне имен. В их числе аналитик из Соединенных Штатов Пол Говел, автор сотен публикаций по проблемам крымских татар, народов Кавказа. Анна Фатыга из Польши, которая в течение многих лет отстаивала интересы малочисленных народов России, интересы Украины, как на международном уровне, так и всеми Польши. Очень рад видеть здесь так много представителей народов Кавказа, Дагестана, которые в тяжелые для нашего народа, для нашей страны дни, кто словом, кто гуманитарной помощью, кто оружием в руках борется против нашего общего врага. Мы живем сейчас в преддверии полного освобождения всех оккупированных территорий и возможного распада этой гнусной империи, которая принесла так много горя всем народам, населявшим и ныне находящимся в границах этой империи. Она устраивала десятки депортаций народов, геноциды народов, голодоморы, в результате которых гибли миллионы людей. Она уничтожала цвет нации всех народов, в том числе и лучших людей России, и превратила эту страну, Россию, в одну из самых презираемых в мире стран. В этой обстановке, я думаю, все народы, в том числе народы Кавказа, должны быть подготовленными к возможному развитию событий, то есть к жизни уже вне этой империи. Какие будут созданы государства, федерации или конфедерации, над этим надо будет заранее уже продумать, подготовиться. И в этом плане Горская республика, образованная в мае 1918 года и через год ликвидированная благодаря внешним силам, является ярким примером того, как разные народы, говорящие на разных языках, могут объединяться во имя процветания и дальнейшего сосуществования. Еще раз благодарю за приглашение, желаю успехов в вашей конференции. Спасибо.